высшее руководство, в частности, я имею в виду их неприемлемый уровень некомпетентности и зашкаливающий уровень коррупции. Вы, наверное, помните, многие видели, был такой эпизод, визит премьер-министра Будба в Крым, когда он говорил о том, что он туда приехал с конкретным коммерческим предложением. Суть этого предложения состоит в том, что необходимо, значит, продавать воду, стоимость проекта там миллиарды долларов, и мы якобы в течение года, каждый год со временем будем получать 4 миллиарда долларов в бюджет. Конечно, такие вещи, когда озвучивает глава правительства, не иначе как шокирующим, некомпетентным подходом, по-другому это невозможно назвать, с моей точки зрения. Так вот, ни разу с 2015 года правительству Абхазии не удалось освоить деньги, которые выделялись в том объеме, насколько русские готовы были нам дать. В 2015 году, вот есть документ, я вам могу его предоставить, для нас было зарезервировано 5 миллиардов рублей, мы освоили 450 миллионов. Безвозмездные деньги, деньги, которые не нужно возвращать. Деньги же надо еще заработать. Тут тебе дают, казалось бы, 11 раз меньше того, что мы могли бы получить. Более 4 миллиардов зарезервировано было в 2016 году. Мы освоили чуть больше единицы. Вот в 2018 году 1 620 000 освоили чуть больше 1 миллиарда. И так каждый год. Нельзя же тут сослаться на то, что денег нет. Деньги есть. Нет людей, которые способны вот эти деньги освоить, потому что они даются по определенным правилам. И я абсолютно убежден в том, что у нас есть достаточное количество людей компетентных, их нужно правильно расставить, соответственно, мотивация тут важна, и, конечно же, нужен контроль. То есть для того, чтобы государственный аппарат был эффективным, необходимо не одну меру применить, а комплекс мер. Организационные меры, дисциплинарные меры, правовые меры обеспечения деятельности, меры, связанные с открытостью их работы. Что-то в этом смысле делается, но очень мало. Это не носит решительный характер. Чиновник должен быть очень грамотным, мы должны конкурировать со всем миром по уровню образования. Мы же в других отраслях можем конкурировать, наши этнические абхазы или уроженцы Абхазии. Более года тому назад группа депутатов, в эту группу входил я, значит, разработаны проекты законов, я могу их сочетать, телезрители, это может быть просто интересно. Можно назвать. Да, ну я и да, о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичным служащим и депутатами. Он прошел в первом чтении. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия по вопросам противодействия коррупции и открытости публичных органов. О порядке транспортного обслуживания публичных служащих и депутатов, об обеспечении доступа к заседаниям публичных органов, о публичных закупках, о государственной и гражданской службе. Вот последний законопроект, автор мне неизвестен, он значительно дольше там лежит. По этим законопроектам работа идет, правовой отдел дал свои заключения по каждому из них. И я думаю, что... Когда можно ожидать их принятия? Вы знаете, с учетом того, что нас предстоят иные политические мероприятия, не хотел бы я забегать вперед, я думаю, что это будет осенью. Это вопиющий факт, когда Генеральная прокуратура никак не отреагировала на акты контрольной палаты, в котором четко указаны признаки преступления. Вы знаете, никакие оценки парламента не могут быть острее оценок, которые дала контрольная палата, которая провела титаническую работу в том или ином ведомстве, обнаружила, приложила все к этим проверочным значит, материалам документы, подтверждающие те или иные действия. Это куда интереснее для оперативного состава и для правоохранителей, чем рекомендация парламента, если мы хотим дать оценку деятельности тому или иному руководителю. Я намеренно говорю о генеральном прокуроре, потому что он в свое время был выдвинут нами, оппозицией. Я не согласен с тем, что там делается. Я абсолютно уверен в том, что или генеральный прокурор, или кто-то его заместителей допустил серьезное правонарушение. И я надеюсь, придет то время, когда мы в этом разберемся. Кто там. И обязательно эти люди понесут правовую ответственность за то, что они не отреагировали на материалы контрольной палаты. Вошел в состав этой комиссии, и мы начинаем работать. Поэтому
какие-то оценочные суждения я не хотел бы сегодня здесь озвучивать, потому что это будет неправильно. Если посмотреть структуру нашего бюджета, собственно, доходная часть, конечно, катастрофа. Основное, значит, у нас это даже не туризм, это вот торговля. Торговля поддерживается за счет денег, которые нам дают из Российской Федерации. Но если мы должны искать альтернативу, нам нужны деньги. Это должно быть и сельское хозяйство, это и горный туризм, расширять. И, конечно же, если мы в стране имеем нефть, я не знаю, мы ее имеем или нет, безусловно, с соблюдением, строжайшим соблюдением мер экологической безопасности, с максимальным соблюдением интереса абхазского государства, эту отрасль можно было бы создать. Я не тот человек, который не летает на самолетах, потому что самолет где-то упал. От этого я не нефть перестаю. где-то пролилась. Да, где-то пролилась. Надо сделать так, чтобы не пролилась. А если она прольется по чьей-то вине, надо его посадить публично, хорошенечко, чтобы все видели. И больше она проливаться не будет. Вы знаете, никто уже не будет верить. Люди дошли до ручки, настроения людей мне понятны. 19-й год для нас, для всех будет историческим. Мне так кажется. По своим последствиям он в известной степени будет соизмерим с 93-м годом. В плане государственного строительства, если качество власти не станет иным, если люди не могут себя реализовать в рамках этой власти, они начинают искать другие пути. История наша, она великолепна, но наше будущее должно соответствовать нашей истории. Для этого очень много надо пересмотреть. Прямо конституционная реформа о перераспределении полномочий, об этом говорят уже лет 15. И ничего в этом ключе не сделано. В этой концепции есть подходы. Я за то, чтобы перераспределение состоялось. Я за то, чтобы Кабинет министров стал правительством, наделить правом законодательной инициативы, парламент, чтобы давал согласие на премьер-министра, на его назначение и так далее. Я за это, разгрузить президента. Не количество определяет успех, а качество. В сопредельных территориях, в некоторых, были нормативы в союзных республиках по количеству людей в погонах на 100 тысяч населения. Вот у нас норматив остался старый. В некоторых государствах количество людей в погонах сократили в 3 раза, а эффективность их работы увеличилась в 5 раз. И это не произошло в Африке, это произошло рядом с нами. Да. И неплохо было бы нам этим примером заинтересоваться и глубоко его изучить. Есть одно лекарство. Политическая воля первого лица. Территория Абхазии позволяет. Глава государства в течение часа может оказаться в любой точке Абхазии и убедиться лично, проблема та или иная решена или нет. В этом есть большой плюс. Политическая воля. Роль личности в решении тех или иных проблем. Конкретной личности. Но это не одна.